Трощанская ссылка – место принудительного поселения политических и уголовных ссыльных в царской России. Зародилась в середине 17 века. Главные центры – Якутск, Верхоянск, Вилюйск, Среднеколымск, Алекминск. В XIX веке в Якутию были сосланы декабристы, участники польского восстания, деятели революционного народничества. Одной из самых ярких фигур якутской ссылки можно назвать Василия Трощанского, автора знаменитой книжки «История черной веры якутов». Почему эта книга была издана лишь однажды? Так ли уж велика была вина Трощанского, что за нее пришлось расплачиваться вечной ссылкой? И, наконец, за какие грехи этнолог Гавриил Ксенофонтов объявил Трощанского несуществующим? Искатели Якутии попытаются во всем этом разобраться. Когда я писал статью о Трощанском, я столкнулся вообще с проблемой. Трощанский, а кто он такой? Кто о нем написал? Ну и вот в то время, лет 6-7 тому назад, когда я поставил перед собой этот вопрос, я начал собирать, так сказать, с миру по нитке материалы о нем, обнаружилось, что никто ничего не знает. Из данных канцелярии Санкт-Петербургского военно-окружного суда. Трощанский, он же Жуковский Василий Филиппович. Подпольная кличка Мартышка. Место рождения – город Аргеев Бессарабской губернии. 7 марта 1846 года. Социальное происхождение – дворянин. Трощанский родился в польской семье в городе Огарево. Учился в Кишиневе гимназии, а потом поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет. В то время университеты это были средой вольнодумства. На университет тогда многие смотрели как средство поступить в университет, пойти в революцию и погибнуть за революцию. Причем погибнуть за революцию это было обязательно. Трощанский, попав в эту среду, активно включился в народовольческую деятельность и уже 22 года был арестован за распространение революционных прокламаций. В дальнейшем были и Петропавловская крепость, в дальнейшем он уже совершает убийство шефа жандармерии Мезенцева Санкт-Петербурга, за что и был приговорен к каторге на 10 лет. Сибирка. Одиночная тюрьма. Темный тесный сруб, высота 1,5 метра, ширина меньше метра. Крохотное оконце и узкая лежанка. Сюда помещали провинившихся или умалишенных перед отправкой в тюрьму или на лечение. Все политические прошли через Сибирку в ожидании, пока их определят на жительство. А ждать порой приходилось месяцами. В чем же вот эта взаимосвязь убийства Мезенцева, шефа жандармов Российской империи Василия Николаевича Мезенцева? Его убили в 1878 году. Это было очень крупное, громкое, нашумевшее дело. Инициатором идеи была Ольга Ионова, тоже народоволка, а непосредственными исполнителями был Адриан Михайлов, Александр Баранников и Степан Кравчинский, который нанес роковой удар. Был у народовольцев такой осведомитель Жданов. Он был писарем в департаменте полиции и приносил лидеру народовольцев Александру Михайлову и Трощанскому полицейские циркуляры, секретные документы. Причем в целях конспирации
имелась договоренность, что нужно было немедленно прочитать, ознакомиться с этими секретными документами, сделать выписки и немедленно отдать. Но произошла роковая ошибка. Трощанский взял документы, как-то раз взял документы у Жданова и оставил их у себя дома. Произошла ужасная накладка. Вышестоящее начальство потребовало у Жданова документы. Их не оказалось. Естественно, подозрение пало на Жданова. Он пустился в бега. Его быстро поймали, допросили. Но поскольку он был не стойкий революционер, а давал все секретные документы за деньги, то он быстро стал давать показания, назвал фамилию Трощанского. Были произведены аресты, и тут-то и обнаружилась связь с покушением на Мезенцева. Потому что у Трощанского обнаружили счета на покупку лошади, коня вернее, по кличке Варвар. Кстати, этот Варвар знаменит еще и тем, что на нем еще до покушения на Мезенцева был осуществлен побег князя Петра Кропоткина. К личности Трощанского, как и ко всем народовольцам, можно относиться по-разному. Кто такие народовольцы и, там, скажем, другие организации. Те же троглодиты, общество, в которое входил и был руководителем Трощанский. Это были террористы. Вот ныне опубликованные документы и публикующиеся в настоящее время, они свидетельствуют о том, что Трощанский был непосредственно замешан в этом убийстве. Он был одним из организаторов этого убийства. Он входил в центральный штаб народной воли, которая осуществляла террористические акции. В конце 1886 года Трощанского освободили из каторги и определили на жительство во второй Жаксагонский наслег. Однако из-за ошибки или же из-за либеральности местных властей, включая якутского губернатора Константина Николаевича Светлицкого, в скорости Трощанский был переведен в третий Жаксагонский наслег. Для ссыльно-переселенцев селеница Черкёх было важной транзитной точкой Охотского тракта. Всего-то по тогдашним меркам 4 дня пути от Якутска. И можно было хоть как-то обмениваться информацией с внешним миром. В Черкёхе Василий Трощанский пишет труд всей своей жизни. Называется он «Эволюция черной веры шаманизма у якутов». Эта книга вышла в 1902 году благодаря усилиям Казанского университета. С тех пор этнографический труд террориста-революционера Трощанского не переиздавался. Главная работа Трощанского является «Эволюция черной веры якутов». Это работа по шаманству. Трощанский обратился к очень сложной теме. Вообще шаманство – тема интересная. Дело в том, что если мы будем говорить о традиционных верованиях якутов, то они как бы многосоставны. Это как бы синкретизм различных верований. Это и культ светлых божеств Аи. Это и классическое черное шаманство, основу которого работал Трощанский. Это и охотничьи культы, поклонение Баянаю. Это и скотоводческие культы. И это анимистические представления поклонением объектам природы. Он собрал богатейший материал. Трощанский, он видел несколько такой печальный взгляд на якутскую религию. Он считал, что первоначально она была жизнерадостной. Но со временем, постепенно, исторические события, трудные природно-климатические условия, экономические и так далее, привели к тому, что постепенно возобладала такая темная сторона. И вот он, видимо, он видел эволюцию, вот, то, что вера якутцев, она постепенно формируется в сторону черного шаманства. А белое и черное он рассматривал как
дуализм или борьба добра и зла. Вот так он рассматривал. Почему же он занялся шаманизмом и, в частности, вот такими целенаправленными религиоведческими вопросами? Ну, они там умирали со скуки, некоторые сходили с ума, некоторые спивались. Люди, которые хоть чем-то пытались себя занять, ставили перед собой цели и задачи. Трощанский был по специальности технарь, он учился в технологическом институте в Санкт-Петербурге. Более того, он даже не доучился, я даже не уверен, что он окончил полный курс, потому что он сразу же по поступлению в этот технологический институт, он занялся вот этими своими народническими делами. Черкех – это отнюдь не библиотека там какая-нибудь академическая в городе Москва, Иркутске, Петербурге. Все это делалось как полевой материал, с колес, как из головы Юпитера. То есть он опирался на свои непосредственные вот такие этнологические наблюдения, методом взаимодействия, общения с местным населением. Существует точка зрения, что Трощанский плохо знал якутский язык. Как и каким образом он мог бы этот эмпирический материал собирать? Впрочем, я не уверен. Я просто приведу точку зрения моего соседа. Вот мы сидим у меня в квартире, а на 3-м этаже жил известный этнолог, тюрколог, псевдоним которого всем известен, Саммагато Семен Николаевич. Он этим занимался как профессионал. Необходимо отметить, что Трощанский был одним из самых вдумчивых и авторитетных членов ссыльно поселенной внештатной общины Восточно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества. С ним общались Пекарский, Ионов, Серошевский, Короленко. И, как выяснилось, помимо черной веры, Трощанский подготовил несколько интересных трудов о жизни и быте якутов. Когда я писал статью, я столкнулся вот с этим вопросом отношения Ксенофонтова Гаврила Васильевича к произведению Трощанского. Там он весьма, конечно, скептично ставит под вопрос само авторство Трощанского. Он говорит, что это псевдо-Трощанский, более того, то есть он акцентирует вопрос, но далее уходит сам же от ответа. Там он пишет, что пускай этим вопросом занимаются другие, ну, как бы пытаясь подчеркнуть, быть может, свою эрудицию, но тем не менее оставляя тайну тайной. Что он имел в виду? Ну, может быть, любой исследователь, который изучает близкий вопрос, а Ксенофонтов был этнологом, он изучал проблемы этногенеза, происхождения якутского народа, разбирал различные теории. Действительно, его монография тоже Уранхай Сахалар первоклассная, но мне представляется, что он, как исследователь, ревновал славу Трощанского. Поэтому вопрос как бы повисает в воздухе. Я думаю, что если бы мы издали Трощанского сейчас, это было бы полезно для всех. Общаясь с другими ссыльно-переселенцами, Трощанский пожелал заняться земледельческим трудом. Живя на 12 рублей казенного пособия, 7 из них он отправлял жене. Родовая община выделила ему корову, коня и сенокосный луг. А сам он завел себе гражданскую жену, Авдотью Филатову. Трощанский женился на Авдотье после того, как скончался ее муж-бедняк, у которого он жил первое время. Авдотья родила Трощанскому 2 дочерей. Еще 2 детей Авдотьи от первого брака он воспитал как родных. Потомки Василия Трощанского и Авдотьи Филатовой сейчас живут в Москве.
Трощанский построил себе в Черкёхе юрту, где и прожил 12 лет. Все это время он был для сельчан и учителем, и врачом, и советчиком. Показывал, как возделывать землю, сеять огород, обучал столярному, гончарному, малярному, сапожному ремеслам и, разумеется, грамоте. Случалось ему врачевать легкие недуги и даже принимать роды. Этому делу он обучил и Авдотью, благодаря чему она стала знатной повитухой и снискала уважение в селе. К Трощанскому с материка нежданно приезжает законная супруга Екатерина Козлова-Янковская с их общим сыном Виктором. Екатерине Карловне неожиданно понравилась новая возлюбленная мужа Авдотьюшка, но решительно не понравился сам Черкёх. Дворянка не пожелала жить в условиях земляной юрты. Руководствуясь теорией разумного эгоизма, она поселилась в Якутске, а сын Виктор поступил на учебу в Якутское реальное училище. Янковская впоследствии уехала в Жиздру, а вопрос о том, имел ли второй брак Трощанский уже на Авдотье Филатовой, этот вопрос требует изучения. Сейчас это называют гражданским браком, скорее всего. И было бы вообще интересно проследить личные отношения вот этого любовного треугольника Янковская, Филатова и Трощанский. Скорее всего, Трощанский по нынешним понятиям был просто в гражданском браке. Но если бы он официально венчался, тогда бы нужно было посмотреть просто церковные книги. Если такие документы обнаружатся, то наши знания о биографии Трощанского пополнятся. И, кстати, ответ на вопрос, как относился Трощанский к якутскому народу. Он любил тему, которой занимался всю жизнь. Он любил женщину, которая принадлежала к якутскому народу. Поэтому, видимо, он любил. Нужно, конечно, найти в архивах факт самого брака Янковской и Трощанского. Екатерина Карловна Янковская. Кто она такая сама по себе? Можно даже предположить, что она была связной. Под видом жены она приехала для того, чтобы выполнить какую-то конспиративную функцию курьера, взять какие-то материалы. Потому что проблема связи с большой землей, с материком, с центрами политической жизни, конечно, были затруднены. С Черкёха это было возможно. Черкёх, Якутский, далее через Якуто-Иркутский тракт, далее континентальную европейскую Россию. Вот этот вопрос неизвестен, и это одна из гипотез. В Государственном архиве Якутии нам удалось обнаружить косвенные доказательства официально зарегистрированных отношений между Екатериной Карловой-Трощанской и Василием Трощанским. Это подтверждает удостоверение, выданное Якутским государственным полицейским управлением, разрешающее Екатерине Карловне выбыть из Якутска вместе с сыном Виктором. Был ли брак лишь прикрытием? Возможно, ибо личность супруги Трощанского довольно таинственная фигура. В разных источниках она фигурирует под разными фамилиями: Карлова, Янковская, Козлова. В архиве же нами обнаружены документы, в которых вторая супруга революционера Авдотья Филатова официально названа вдовой Трощанского, и перечислены вещи, которые перешли ей после смерти мужа. Скончался Василий Трощанский 27 января 1898 года в возрасте 52 лет. Смерть Трощанского произошла близ реки Татта. Для якутов вот именно польские ссыльные, а это Серошевский, Пекарский и Трощанский. Вот их троих можно поставить в основании якутской этнографии. Они как титаны
Серошевский написал научный труд «Якуты», где он собрал этнографические материалы якутов пророки. Там и обычаи, обряды якутов, то есть какова была якутская культура традиционная, он ее сохранил для науки и для будущего якутов. Пекарский написал научный труд о языке якутов, словарь якутского языка. Он сохранил якутский язык еще XIX века. Трощанский «Черная вера якутов». Это религия якутов. Это душа народа, это идеологический стержень нации. То есть вот эти три человека именно вот, оставили для якутской культуры традиционной, в общем-то, самое основное собрали. Руководители, представители якутской и польской диаспоры были у нас. Они четверо стали в ряд, как пионеры. И на могиле Василия Пилиповича вдруг исполнили польский гимн. Патриоты этого народа, представители у нас в гостях. После посещения они просили, чтобы современный памятник поставить надгробный на якутском стиле. И одно только усиленно, подчеркиваю, просили католическим крестом. Говорят, что смерть Василия Трощанского была неожиданной. Но какова же причина? Отчего скончался здоровый и не старый мужчина? Искателям Якутии удалось обнаружить единственное собственноручное письмо Василия Трощанского, написанное им за 2 недели до смерти. В нем он обращается с жалобой в полицейское управление на то, что уже 3 месяца ему не выдают положенное денежное содержание. А также пишет: «Надзиратель за государственными ссыльными явился ко мне и заявил, что он не привез мне пособие, ибо его надзирателя ограбили меж Чурапчой и деревней. Причем у него взяли 60 рублей, револьвер и шапку». Это объяснение показалось мне в высшей степени невероятным. А когда он стал затем просить, чтобы я не жаловался по поводу неполучения пособия, то стало ясно, что он лжет самым наглым образом. Я прошу произвести следствие и не присылать его больше ко мне, ибо считаю его способным не только на бессовестную клевету, но и на преступление. Так что не могу считать себя в безопасности в его присутствии. Тем более, что я живу одиноко, в значительном отдалении от жилья. Письмо датировано 6 января 1898 года, а 25 января Трощанский скончался. Мог ли быть причастным к его смерти проворовавшийся надзиратель? Так или иначе, следствие по письму произведено не было. Причина смерти ссыльного не указана. На весах человеческой жизни всегда 2 чаши, на которых расположены наши деяния. Но когда мы говорим о Трощанском, вспоминается не убийство жандарма Мезенцева, а труд «Черная вера». Первое и пока единственное пособие по систематизации верований якутов. И то, что жители Черкеха называли его «Таратай», уважали и шли за советом. Поэтому не только тело Василия Трощанского, но и его душа навсегда остались здесь, в Якутии. Эта ссылка, эта вечная ссылка продолжается.